Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Следователи проводят проверку по факту смерти молодого мужчины на туристической базе у водопада Кюрлюрь, где утонул 27-летний мужчина. По данным следствия, молодой человек утонул во время ныряния в водоем. Как сообщают очевидцы, мужчина прыгал в воду вместе с друзьями. На берег его вытащили посторонние люди. Ни спасателей, ни медицинских работников на месте не оказалось. В течение 10 минут мужчине делали искусственное дыхание, массаж сердца, но это не помогло. Вместе с тем, для установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Водопады Кюрлюрь знамениты не только своей природной красотой, но и бурным течением холодной воды, протекающей по скользким камням. В этой связи отдыхающим необходимо быть предельно внимательными и во избежание трагедий не выбирать для купания заведомо опасные места. В Якутии на реке Лени перевернулась корпусная лодка с пассажирами на борту. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. Если пострадавшие неизвестно, происшествие снял на видео очевидец. 11 граждан, находящихся в розыске, задержали сотрудники Якутской Росгвардии. Так, на днях на улице Октябрьской, столицы республики, росгвардейцами были замечены двое мужчин и женщина, которые сразу попытались скрыться под домом. При их задержании и проверке данных было установлено, что одна из женщин, 36-летняя жительница Якутска, находится в розыске. На улице Можайского задержан 52-летний мужчина, который находится в оперативном поиске как поднадзорное лицо, оставившее место жительства. В этом же районе росгвардейцами был замечен еще один гражданин, который при виде автопатруля сменил направление движения и ускорил шаг. 28-летний житель Якутска, как показала проверка его данных после задержания, скрывается от органов следствия. В начале июля автопатрулем Росгвардии была получена оперативная информация о том, что на одном из маршрутных автобусов номер 6 едет 36-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске. Возле дома по улице Билибина подозреваемый, который скрывается от суда, был задержан и доставлен в отдел полиции. Наша служба и опасна, и трудна. В представительстве Якутии в Москве ветеранов МВД поздравили со столетием якутской милиции и 300-летним юбилеем полиции страны. Постоянный представитель региона Андрей Федотов вручил ветеранам памятные нагрудные знаки и благодарности правительства. Поздравил ветеранов и министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко. Правда, слова благодарности ему удалось передать в виде видеосообщения. Не, ну это же приятно, когда ты отдал столько лет, столько времени и встречаешься вот со своими однополчанами, как бы говорят. Это же приятно, ведь мы почти, ну, можно сказать, с одной ложки ели. Приятно увидеть своих коллег. Наша практически вся молодая жизнь прошла в Якутии, в городе Якутске, в МВД Республики Саха-Якутия. Я думаю, что за эти годы утекло очень много воды. Но тем не менее, якутская милиция всегда отличалась тем, что работали в ней очень преданные, очень серьезные и очень грамотные люди. Поэтому думаю, что она навсегда останется в памяти следующих поколений, которые после нас будут работать в милиции. Мы должны сделать так, чтобы якутский народ поверил в свою милицию, чтобы
полиция, которая сейчас стала, продолжала те традиции, которые у нас были. Но самое главное, чтобы не останавливалась, а продвигалась вперед и делала то, что необходимо в любой жизненной ситуации. Никто, кроме нас с вами, не защитит население республики от преступных посягательств. А их должно быть с каждым годом меньше и меньше. И в этом будет ваша заслуга, а наша гордость за вас. На этом пока все. Берегите себя.